Мотто. Вот такая оборона у команды Чезена. Далее Лука Чикарелли играет по всему флангу. Опорные хавбеки Марко Пароло и Роберто Гуанна. Антонио Кандрева действует чуть ближе к флангу правому. И, соответственно, два форварда, Эдер и Адриан Муту, номер 10. Напомню, что сейчас он главная звезда ЧЗ. Итак, штрафной удар буквально на первой минуте. У мяча Кандрева. Посмотрим за этим стандартным, потом состав уже Интера. Кандрева подает, но хорошо играет Джанпаоло Пацини, который, между прочим, в прошлом году был просто блистательный матч здесь, на стадионе в Чезене. Состав Интера вот сейчас хорошо играет голкипер Жулио Сезар. С него и начнем. Голкипер номер 1 Жулио Сезар. Далее оборона Юта Нагатомо, Андреа Раноки, Лусио и Майкон. Полузащита Хавьер Дзанетти, Стебан Камбьясо, Тьяго Мотта и Филиппо Каутиньо. И, наконец, два форварда Диего Милито и Джанпаоло Пацини. Обращаю внимание на то, что сегодня играют в составе Каутиньо прежде всего. И также появился в составе еще и Андреа Раноки. Это очень важный нюанс. Ну а сейчас смотрим мы уже очередная атака Чезена. Чезена очень хорошо начинает этот матч. Смотрим. Удар. Кандрева не точно. Главный тренер Интера Клаудио Раньери. Что касается команды Чезена, то с ней работает Даниэле Оригони. Он пришел в команду совсем недавно, но при нем Чезена совершенно точно выглядит намного лучше, чем при предыдущем тренере. Сейчас у Чезены более-менее стабильная ситуация. Каутиньо играет на Мотту. Мотто на правый фланг. Хавьер Дзанетти. Снова Мотта. Это уже Интер мяч контролирует. Камбьясо неточная передача вперед. Цини. На правый фланг. Дзанетти. Подача Майкона. Здесь Каутиньо невысокого роста. Просто не сложно бороться с такой верховой мяч. Еще длинная передача много. Сейчас желание и старание футболистов нужно быстрее проявить себя. Но пока за прошедшие 4 минуты только не было опасных моментов. Ну, что весьма логично, слишком мало времени прошло. Напомню, что у Чезена очень хорошая серия. В последних матчах команда, да, из последних 4 матча 1 проиграла. Это было поражение от Ювентуса 0-2. Но 3 остальные встречи выиграла Чезена. Соответственно, у Болоньи, у Дженуа. И также в прошлом туре Чезена обыграла Палермо на выезде, что является очень хорошим результатом. У Чезены 12 баллов. Если учесть, что совсем недавно было, вы понимаете, 3 до прихода Оригонти, то, конечно, ситуация выправляется для ЧЗ. Так, главой первый в матче фон Берген сыграл надежно в втором этаже. Итак, стандартное положение. Диего Милито показывает большой палец, доволен тем фактом, что сейчас это будет давать стандартное положение. Какая-то пауза у нас в игре возникает. Камбьясо. Давайте мы долго не могли понять, футболисты Интера, кто будет исполнять стандарт. Ну вот сейчас уже разобрались. Подача. Снова мяч отскакивает Камбьясо. И это уже удар по воротам был Эстебана на месте Франческо Антоньолли. Что касается Интера, то у Интера, да, было поражение совсем недавно. Интер умудрился проиграть Удинезе 0-1, хотя, в принципе, не так уж и удивительно. Но после этого матча Интер дважды к ряду выиграл, что весьма редкое явление для нынешнего Интера. Интер обыграл Фиорентину 2-0, и также Интер в прошлом туре обыграл Дженуа 1-0. Так что это уже серьезное достижение. Если сегодня Интер сумеет также одержать победу, это будет 3-я победа к ряду. Это уже, на самом деле, будет серьезный факт того, что Интер практически выбрался из кризиса. Но я думаю, что сегодня у Интера будут очень серьезные проблемы. Чезена в порядке, в хорошей форме. Я думаю, что
Просто так ее не обыграть. Муту. Хороший перевод на правый фланг. Чикарелли. Хорошо играет Лусио. Каутиньо. Лауро. Пароло. Да, видите, не тушуется Чезена. Чем владеет, даже старается играть еще немножко так свободно. Раскованно, что, конечно, правильно. Чикарелли, подача, опасно! Нет, здесь хорошо играет Лусио. И уже, видите, Тьяго Мота бьет лишь в аут. Еще один опасный удар. Снова на месте Жулио Сезар. Майкон. Тьяго Мота. Каутиньо. Получает по ногам. Чикарелли изначально сыграл в мяч. Филиппо Каутиньо, он при Бенитесе, когда только Рафаэль Бенитес начинал работу в Интере, играл очень часто, играл регулярно. Но потом с приходом Леонардо Каутиньо сел на скамейку запасных. При Джампьеро Гасперини о нем как-то вообще все забыли. Но вот сейчас потихонечку Раньери старается вернуть в игру молодого бразильца. Лусио. Ошибается Лусио. Уже с мячом Адриан Муту. Тоже не слишком удачное действие Адриана. Ну, естественно, Муту поддерживает, Муту аплодирует. Любопытно, что многие, наверное, забыли, но именно миланский Интер был первым клубом Муту в Италии. И вообще, именно Интер нашел Муту в Румынии и приобрел на него права. Да, потом Муту играл в многих итальянских командах, в частности, его Веронику, его великолепное выступление за Парму, потом Челси, Ювентус, Фиорентина, сейчас Чезена. Вот все начиналось именно с миланского Интера. Майкон. Нет, нарушение правил, нужно играть. Здесь не было фола. Милито. Мота. Очень хорошо на Пацини. И Пацини великолепный пас на Дзанетти. Можно подавать Дзанетти. Нет, знаете, пас на Майкона. Майкон вот сейчас подает. И подает Майкон не совсем удачно. Правда, мяч по-прежнему бразильца. Еще одна подача шведская. Нагатомо. Классный удар. Ну вот, Интер первую по-настоящему очень опасную атаку. Юта Нагатомо, 25-летний защитник из Японии. Приложился с левой ноги, приложился с лету и чуть не хватило точности. Нагатомо. Напомню, что японец в прошлом туре отличился. Точнее, в прошлой игре Интер. Это была перенесенная встреча 11-го тура, когда Интер обыграл Дженуа на выезде 1-0. Именно Нагатомо забил единственный гол. Все. Милито. Хорошо играет Майкон. Технично. Далее Майкон сам с мячом не расстается. Вот здесь уже пора. Да, пас назад. Мота. Нагатомо. Каутиньо. Смещается в центр бразилец. Это разминка для Антоньолли.
0-0. Чезена Интер. Позади 10 минут. Чикарелли. Забегает с Нагатомо, и Чикарелли к мячу не успевает. Да. Долго разыгрывает мяч футболиста Чезена. И такая небрежная передача в конце. Это удар Нагатомо, удар выше ворот. Антоньолли. Ясо. Кона. Немного ошибаются футболисты Интер, да, что здесь возьмет как Майкон. Причем в довольно простых ситуациях. Лауру из боковой. Пароло. Пароло, между прочим, мог перейти в Интер летом. Пароло был очень сильный сезон в прошлом году с Чезеной, как, впрочем, и другого футболиста Чезены Джикерини. Но Джикерини поменялся, команду перешел в Ювентус, а вот Пароло остался в Чезене. Хотя, повторюсь, летом были разговоры, что он может перейти в Интер. Нагатомо на газоне. Первая желтая карточка в нашем матче. Камотто получает предупреждение. Ну, весьма справедливая желтая карточка. Питер абсолютно прав. Андреа Ромео разобрался в этой ситуации. Клаудио Раньери. Что думает сестра Массимо Моратти. Действительно, у Интера не самые простые времена, и непонятно, какие перспективы у Интера. Кто бы что ни говорил, но, наверное, Интер вряд ли является претендентом на Скудетто. Я думаю, что цель номер один для Интера в этом сезоне — это попасть в зону Лиги Чемпионов. В случае, что лишь 3 места от Италии разыгрываются, то, конечно, Интер будет весьма это сложно. Хотя, повторюсь, вот так за 3-4 тура Интер отыграл довольно серьезное преимущество. И сейчас отстает от Удинезе лишь на 10 баллов. Да, это много, это очевидно, но, тем не менее, это можно отыграть. Это не катастрофа, не сыграно всего лишь 15 матчей. Ну а что касается Лиги Чемпионов, то здесь, конечно, тоже весьма туманные перспективы у Интера. С одной стороны, Интер может считать себя фаворитом, по крайней мере, матче против Марселя, но с другой стороны, все понимают, что вряд ли этот состав Интера и эта команда Интер способны замахнуться на большее в главном Еврокубке. Хотя все как бывает, по крайней мере, согласен с тем, что мотивация у Интера в матчах Еврокубковых все же выше, чем в серии А. Ну, по крайней мере, если брать результат. В Лиге Чемпионов все более-менее нормально для Нерадзури. Гуана, Пароло, Намуту. Очень надежно играет Лусио на опережение. Далее Каутиньо. Милито, опасный момент. Диего Милито, штрафной. И пас не прошел на Каутиньо. Неудачная передача. Правда, мяч у Джанпаоло Пацини на левом фланге. Нагатомо. Мота. Каутиньо.
Камбьясу в одно касание. Как Каутиньо не решается игру обострять, хотя, наверное, именно с этой целью выпускал на поле Раньери. Вот сейчас классный пас Каутиньо на правый фланг. Майкон, подача. Но вот сейчас Каутиньо сыграл по-настоящему грамотно. Дзанетти. И лишь аут для Интера. Еще одна подача и лишь угловой зарабатывает сейчас Эстебан Камбьяс. Да, Каутиньо будет подавать. Молодой бразилец. Посмотрим мы за этим стандартом. Так, подача. Раноки головой нет. Раноки нарушает правила штрафной площади соперника. И арбитр сейчас Андреа Ромео подзывает медицинскую помощь как можно скорее. Причем и футболисту Чизени, и футболисту Интера необходимо оказать помощь. Да, очень неудачное столкновение на втором этаже. Раноки и Буаны. Да, действительно больно и тому, и другому. Все в порядке с Раноки, все в порядке с Буаной. Оба возвращаются в игру. Хотя чувствую, что ему было что больно, а очень больно в этой ситуации. Эдер. Не дает Камбьяс у него. Нарушение правил, насколько я понимаю, после отката Камбьясо. Да, видите, Камбьяс тоже находясь в сложной позиции. Подкате, в прыжке. Угловой. Так, угловой, Муту штрафной, подача. Подача. Далее Лауро. И на этот раз совсем уж не точно. Крайне неудачная подача левого защитника Чезена. Дзанетти. Пацини. Мота. Левый фланг Нагатомо. Пацини. Милито отошел в центр поля. Дзанетти. Длинная атака Интера с большим количеством передач и потери мяча в конце концов. Да, на Эдере нарушили правила этой ситуации. Дзанетти сыграл не совсем удачно. По штрафную и положение в игре. В офсайде оказался Эдер. Будем смотреть повтор. Ну, конечно, очевидно положение вне игры, очевидно офсайд. Действительно, Эдер немножко не просчитал ситуацию.
Ошибается Тиаго Мота в простейшей ситуации. Как так можно играть? А Кандрева побежал и оббегает он Лусио. Споткнулся. Снова Джон Кандрева. И уже дальше Лусио ситуацию исправил. Еще и пас выдает на Пацини. Лусио где-то неожиданно поднял головой флажок. Видимо, забыл. Потому что если офсайд, только потом уже, когда Пацини на всех парах мчался чужим воротам, почему-то зафиксировал положение вне игры. Еще один аут в Чезена. Ну что ж, позади 22 минуты, 22 минуты идет матча, и при этом я бы не сказал, что Интер есть преимущество. В этом матче очень равная игра, и Чезена нисколько не хуже действует. По крайней мере, в дебюте матча. Угловой удар. Очередное стандартное положение для Чезене. Кандрева будет подавать. Удар Лауру с линии штрафной головой. Бил левый защитник Чезена, но точно сделать он это не сумел. Рискованно играет Джулио Сезар. Занетти. Ну вот так легко. Ну, легко с точки зрения возможных потерь мяч. Достался Пацини, правда Пацини сыграл сначала неудачно, и потом еще нарушил правила. Ну да, конечно, фол здесь был очевидный. Лусио. Милито. Получает мяч Диего Милито. Хорошо ушел Милито от двух футболистов. Перевод на правый фланг. Грамотно все сделал Милито. Далее Майкон. Можно подавать Майкону. Но не так. Постарался Милито на славу в этой ситуации. Двоих обыграл. Сделал классный перевод на Майкона. А вот Майкон, если так выражаясь по-простому, немножко огорчил партнеров. Потому что подача была практически в никуда. Да не практически, а так оно и есть. Ой, как сыграл Кандрева, а блестяще он только что обыграл Майкона. Вообще Майкона так редко можно обыграть. Еще и удар Кандрева здесь неудачный. Я вот повтор смотрел. Я бы смотрел повтор с обыгрышем Кандрева. Вот здесь. Ой, как хорошо Кандрева сыграл. Причем было видно, что он делает умышленно. Именно он так специально сыграл. И все у него получилось на 5 баллов. Вот за этот проход, я думаю, что отдельные аплодисменты Антонио Кандреве. Да, за удар есть вопросы по удару. Но вот за финт, за обыгрыш Майкона, это, конечно, браво. Повторюсь, Майкона вообще сложно обыграть. Тут еще с такой издевкой это сделал Кандрева, что просто диву даешься. Кандрева снова с мячом. Лусио на месте. Мяч, правда, возвращается. Футболист Чезене. Гуана. Грамотно играет хозяев. Еще одна подача в штрафную площадь. Джулио Сезар на месте. Кутини.
долго атака Интера развивалась. Пьесо. Хорошо, главное уверенно Интер очень владеет сейчас. Причем точно, что это не официальный матч чемпионата, а чуть ли не двух сторон. Жюлио Сезар, Камбьясо и Луис сейчас мяч очень уверенно разыгрывает. Каутиньо, очередная ошибка Каутиньо. Думаю, что вот даже по первым минутам, даже по 5-7 минутам можно понять, что Каутиньо абсолютно не вписал сейчас в игру. Возможно, он кандидат на замену номер 1. Лауро. Да. Хороший пас на Милито. Милито, перед ним один. Фон Берген, Милито. Пас на Дзанетти можно было делать. Нет, Милито зарабатывает лишь штрафной. Хотя, с другой стороны, такой штрафной, что любой форвард позавидует. Дистанция просто убойная. Дистанция практически идеальная для удара. Причем для любого футболиста, и левоногого, и правоногого. Потому что мяч практически по центру. Забивай, бей в любой угол. Попасть можно куда угодно. Итак, кто будет бить этот штрафной у Интера? Майкон отошел в сторону. Каутиньо и Мотта. Ну, в Мотту я, честно говоря, не верю. То есть Каутиньо. Скорее всего, Каутиньо будет бить. Итак, Каутиньо. Удар. Видите, стандарты не идут у Филиппа Каутиньо, хотя в прошлом году, в прошлом сезоне Каутиньо на свой гол со штрафного, вот, с похожего стандарта забил. Ну, совсем молодой Каутиньо футболист, всего лишь 19 лет, очень правильный, очень воспитанный. Всем известно, что он не любит ночную жизнь, миланскую, думаю, что и бразильскую тоже, что он очень праведный образ жизни ведет, очень верующий человек, и все свое время Каутиньо уделяет только игре в футбол. Чикарелли. Эдера обошел Ранокью. Чикарелли. Ну, Майкон здесь с Жюлио Сезаром разобрались. Очередной свисток. Что на этот раз? Нарушение правил в пользу Чезена Пароло. Да, была игра рукой. Милито. Дзанетти в сложной ситуации оказался и сам же нарушил правила. Хавьер Дзанетти, капитан миланского Интера. Хорош Муту. И очередной свисток. Да, многовато сегодня в этом матче. Я бы сказал, чересчур много для такой игры, где есть очевидный фаворит в виде Интера и команда Чезена, которая послабее. Правда, вот любопытно, что букмекеры пусть и считали Интер фаворитом, но не таким уж очевидным. То есть на Интер в этом матче коэффициент был около двойки перед игрой. Сейчас не знаю, какая ситуация.
но тем не менее это довольно серьезный показатель того, что Интер может столкнуться с трудностями в Чезене. Кутиньо. Мота. Играет на Занетти. Снова Мота. Еще один пас. Пацини. Нет офсайда у Джампаова. Пацини, насколько я понимаю, да. И Пацини пускает верный шанс забить. Да, задержался Лауро. Точнее, не то, что задержался, он просто остался. Создал глубину атаки для Интера. Угловой удар. Майкон мяча. Не выигрывает борьбу Лусио. Муту. Кутиньо уже в подкате стелится и помогает сейчас своей команде. Камто, пока единственный футболист, получивший желтую карточку в нашем матче. Чикарелли, Гуана. Очень хороший пас. Чикарелли, перевод налево, Лауро. Муту, выстрел, хороший выстрел. Пароло и Жюлио Сезар, пусть не без труда, и была вероятность того, что может ошибиться Жюлио Сезар в этой ситуации. Видите, он отпустил мяч, хотя нормально, нет, ситуацию контролировал. Все грамотно делал, поэтому никакой опасной ситуации не было с точки зрения ошибки голкипера. Но в любом случае отметим удар Чезена. Еще один удар по воротам. Створ пока получается попадать. Еще один выстрел, и снова Пароло, на этот раз не точно. Марко Пароло, капитан команды Чезена. Да, такое ощущение, что сейчас Интер даже немножко тянет время, по крайней мере. Как-то не слишком активно Жюлио Сезар начинал со своей половины поля. Еще ошибается Лусио в этой ситуации. Пароло. Гуана. Пас на Камото. Чикарелли. Пароло. Давать нет. Такой возможности не наблюдается. Пароло пятка технично играет. Камото. Если Пароло сыграл техничные пятки, то Камото прямолинейно и крайне неграмотно в подобной ситуации. Муту, удар. Муту. Выше ворот. Но пристреливаются футболисты Чезена, причем разные, с разной дистанции. Вот если брать последние 5-7, то преимущество есть именно у хозяев поля. Кутиньо снова его остановили. Да, Кутиньо, я боюсь, что может отправиться отдыхать в перерыве. Давайте поговорим о заменах чуть позже, пока смотрим за атакой Интер. Камбьясо, перевод направо, Майкон. Подножка. Канревас фалил. Камбьясо.
обязанности Франческо Антоньоли. Кстати говоря, он не слишком часто в игру вступает, если такие параллели проводить между голкипером, то, конечно, Антоньоли буквально в отпуске находится по сравнению с Жюлио Сезарем. Рануке. Неудачно Рануке убивает мяч. Думаю, Риго недоволен сейчас своей командой, но не хватает самого главного. Не хватает гола в Чезене, чтобы себя еще более уверенно почувствовать. Я боюсь, что вот с каждой минутой Интер, наоборот, понимает, что в этом матче все решит один момент, и во много моментов зависит от самого Интера, понимаете. На правом фланге бразилец. Мяч сохраняет Эдер. Далее Кандрева. Кандрева свободно, зона была справа. Кандрева не решился туда идти. По штрафной неплохой удар. Сходу это был Чикарелли. Удар такой решился. Только Кандрева хорошо мяч переводил. И здесь Чикарелли тоже грамотно сыграл. Люди обработал и пробил. А это нарушение правил. Милито. Пока Милито очень полезен в атаке, по крайней мере, по собиранию штрафных. Очень опасные они с точки зрения дистанции и позиции. Если первый Каутиньо загубил, то сейчас у Интера появляется еще одна возможность забить. Так, сейчас Тиаго Мотта уже у мяча, не дает нам возможности Каутиньо. Да, с ним вообще нет рядом Майкон и Тиаго Мотта. Каутиньо, видимо, наказан опытными футболистами. Итак, Майкон и Мотта. Опасный стандарт. Удар. Стенка. Камотто должен, наверное, ситуацию разрядить. Так он и делает. Защитник Чезене. Тиаго Мотта. Все, пас назад. И уже Жюлио Сезар играет на Андрея Рануке. Занетти. Не доходит пас до Каутиньо. Кандрева. Муту. Да, кому-то не слишком заметен. Хотя Чезена проводит довольно много времени в атаке. Но другие герои в сегодняшнем матче у Чезены в атаке. Милито. Стенка с Майконом не прошла. И лишь угловой. Угловой дорабатывает миланский Интер в этой ситуации. По-прежнему 0-0. Чезена Интер. 16-й тур чемпионата Италии. Трансляция матча на НТВ+. Майкон. Каутиньо, не получается удар с лету бразильца. Лауро. Каутиньо пытается борьбу навязать. Яссо. Здесь уже подвинулись хозяева. Кандрева на левом фланге. Набирает скорость Кандрева. Пас на Эдера. Мяч остается в игре. Эдер перед ним Лусио. Эдер. Подача хорошая. И Рануке здесь снимает весь вверх.
Заброс в штрафную. Майкон. Жюлио Сезар. И надо мяч выбить сейчас за пределы поля, потому что Жюлио Сезар получил болезненный удар. Ему необходима помощь. года. Жюлио Сезару, опытнейший бразильский вратарь. Да, конечно, неудачное столкновение было с Адрианом Муту. Там еще к тому же Лусио мешал своему партнеру. Даниэле Орригони, тренер Чезены, не самый именитый специалист. Он работал в весьма средних, маленьких командах. Но вот сейчас ему доверили клуб из родного города. И пока я считаю, что эта своя работа справляется. Запасные, давайте поговорим о запасных, тем более совсем скоро завершится первый тайм. Итак, у Интера в запасе Джоэль Оби, Диего Фурлан, Дэн Станкович, Лука Кастелаци, Вальтер Самуэль, Рикардо Альварес и Мауро Сарата. Сразу 3 аргентинца на скамейке запасных. Но я думаю, что Фурлан все же, пусть он не аргентинец, а уругваец, главный претендент на выход на замену. Ну, также еще скажу, что Станкович тоже может на поле появиться. Тем более, я думаю, что Каутиньо непременно поменяется в перерыве, потому что Каутиньо играет не слишком удачно. А что касается Чезена, то здесь в запасе Никола Равали, Лука Риччи, Дамьян Джокович, Доминик Малонга, Абделькадер Гезаль, Эрой Богдани и Йон Бенелуан. Вот такой запас у команды Чезена. Мудо. Готовность все перекрывает, все понимает японец, и тому еще очень грамотно играет соперника так, чтобы от него ушел мяч за лицевую линию. 0-0. Чезена Интер. Завершается у нас первый тайм. Нануке. Не точно не пас на Пацини. Камто. Да, отметим футболисту, что даже в конце первого тайма, когда вроде немножко подустали игроки, тем не менее темп высокий, и самая главная борьба практически везде. Везде есть прессинг, везде есть желание мяч отобрать, то есть не доигрывает первый тайм команда. Хотя понятно, что так играть весь тайм весьма проблематично и энергозатратно. Играет на Кондрео, возможно, одна из последних атак Чезены в тайме первом. Лауро. Гуана. Чезена. И уже Интер имеет шанс для хорошей контратаки. Диего Милито. Перед ним свободное пространство. Милито сам устремляется вперед. Удар Милито. Хорошо играет Милито, но выше ворот. Так Милито все классно делал. И развернулся, и пробил. И вообще Милито сегодня откровенно хорош. Ну, пока, правда, нет гола, но я думаю, что это дело, в принципе, наживное. Вау, надежно, хотя прессинговал его Милито. У нас тем временем добавляет Андреа Ромео, арбитр матча, 2 минуты к первому тайму. Да.
на Майкона передача. Нужно играть. Камото хорошо обыграл Ранокью. И есть свободное пространство перед Камото, перед правым защитником Чезены. Далее пас на Гуану. Поднять мяч как следует получилось у Гуана. Но вызывает восторг игра своей команды патронов Чезены. Муто пытался, видите, не пробить, а сделать передачу не получилось. Майкон все прочитал. Хороший пас. Падает Муту, ждет пенальти, смотрит на арбитра, но в такой ситуации, тем более при счете 0-0, потому что, тем более в матче Чезена Интер, вряд ли арбитр поставит пенальти. Майкон. Прежде Майкон с мячом. И здесь тоже нет нарушения. Посмотрим здесь. Прав арбитр. Ситуация стоит пенальти. Нельзя. Хотя все, конечно, было неаккуратно. Ну что ж, я так понимаю, что на этом все, потому что не дали разыграть стандарт миланскому Интеру. Это вызывает возмущение Майкона. Ну что ж, первый тайм завершен. Ничья 0-0. Чезена Интер. Немного отдохнем, затем вернемся и продолжим смотреть матч на Attenzione, comunicato agli spettatori. Si invitano i tifosi a non sporgersi oltre le balaustre degli spalti. Nell'Inter è uscito il giocatore numero 29, Philippe Coutinho, e entrato il numero 20, Joel Obi. Ну что ж, друзья, как мы и предполагали, замена у миланского Интера в перерыве. Вместо Филиппа Каутиньо выходит Жоэль Оби. Весьма прогнозируемая замена. К сожалению, для болельщиков Интера Каутиньо никак себя не проявил. Впервые 45 минут и уже никак не сумел это сделать в этом матче. Замены у Чезена, насколько я понимаю, нет. Да, все те же футболисты играют у команды Ригони, и составы команд я напомню. Так, Интер. Жюлио Сезар вратарь, номер 1, далее 23-й Андрей Ранокья, 6-й Лусио, 55-й Нагатома, 13-й Майкон, 4-й Дзанетти, капитан команды, 19-й Камбьясу, 8-й Тиаго Мотто, 29-й был Каутиньо, вышел вместо него 20-й Джоэль Оби, далее 22-й Милито и 7-й Джанпаоло Пацци. Далее команда Чезена, Франческо Антоньоли 1-й, 2-й Гильермо Родригес, 25-й Стивен фон Берген, 6-й Маурицио Лауро, 16-й Джанлука Камотто, 77-й Лука Чикарелли, 5-й Роберто Гуанна, 18-й Марко Пароло, капитан команды, 8-й Антонио Кандрева и 2 форварда, 7-й Эдер и 10-й номер Адриан. Вот такой состав у Чезена. Тренер, как я уже говорил, Даниэле Оригони у Чезена, у Интера Клаудио Раньери. Андрей Ромео, арбитр сегодняшней встречи. После первого тайма справедливые нули, как мне кажется. Ну и смотрим, как события будут развиваться во вторые 45 минут. Это очень важная встреча для Интера. Во многом вот в этой части сезона ключевая, потому что у Интера осталась вот эта сегодняшняя встреча и еще игра против Лечи. Если Интер заберет 6 очков, то Интер имеет все шансы уйти на Новый год в хорошем настроении, это как минимум. Вот максимум еще и приблизиться к лидирующей тройке, то есть к зоне Лиги Чемпионов. Так что надо сегодня непременно выиграть. Ну а что касается Чезена, то Чезена в последних 4 матчах трижды одержала победу и, соответственно, стремится покинуть зону вылета. Чикарелли не проходит пас пяткой. Пароло.
Отчаянная борьба здесь. Тиаго Мота и Гуана. В конце концов, мяч у Моты. Далее Милито. Оби. На фланге Оби. Тоже футболист молодой, чуть постарше, чем Каутиньо, чуть более опытный. Он в составе почаще играет. Практически при всех тренерах. Гасперини, Раньери. В прошлом году при Леонардо с Бенитесом. Но крайне нестабильный футболист Оби. Ну и к тому же, мне кажется, когда в команде в целом есть проблемы, что довольно серьезно, сложно молодому футболисту прогрессировать. Все. Пас не точно. И Антониоли вступает в игру. Да, редко в него в первом тайме видели в действии. В основном так вводил мяч в группу после простых для Чезены ситуаций. Оби. Удар хороший. Оби. И здесь Милито. Милито стал на сторону Чезены, потому что удар был, на мой взгляд, очень неплохой. И мне кажется, что мяч мог лететь и в створ ворот. Повтор не показывает, но вот по ощущениям и по расстройству Раньери, возможно, так оно и было. Нет, тоже штрафную. Да, Чезены второй тайм начинает весьма недурно. По крайней мере, активность присутствует также желание играть на равных с миланским Интером. Да не то что на равных, а в какие-то моменты даже посильнее выглядит Чезена. По крайней мере, с мячом работает не меньше футболист Чезена. Оби. Милито. Пора уже с мячом расстаться. Милито играет на Моту. Далее Майкон на правом фланге. Будет подача Майкона. Да. Хорошая, и Пацини головой бьет не точно. Джамполо Пацини в прошлом году оформил на этой встрече дубль. Тогда Интер проигрывал 0-1, но вышел Пацини и в конце матча забил два после сумасшедших гола в своих легендарных прыжках. Уже легендарных, сумел отличиться. Феноменальный, конечно, прыжок Пацини. Наверное, талант от Бога. Все. Вот заметно, что в этих перепасовках, которые часто устраивают защитники и вратарь Интера, очень редко адресуется мяч Раньери. Сейчас Раньери ошибается. Довольно простой ситуации. Гуана. Прозевал он с передачи. Эдер. Удар блокирует защитник. Камбьясо и отбились. Отбились коллективные футболисты Интера. Да, ошибается часто Раноки, поэтому его пытаются использовать в этих перепасовках футболисты остальные защитники Интера и вратарь. Здесь, конечно, Гуана должен был, наверное, все же пробить. Немножко он стянул с решением, с выбором в этой ситуации. Делать передачу. Тиаго Мота.
Угловой удар. Угловой удар зарабатывает Интер. Еще раз смотрим повтор. Удара Эдера. Коллективную оборону Интера. А эта подача очень хорошая, но Антоньоли мяч забирает. Да, очень трудный матч для Интера. Очень трудный матч для Интера. И еще неизвестно, чем все закончится. Пауза в нашем матче. Тиаго Мотта страдает. С коленом. Да, это очень неприятно. 29-летний игрок сборной Италии. Чтобы это получил итальянский паспорт, уже выступает с Квадратурой. Что здесь случилось? Да, очень неприятный удар. Да, удар по колену был со стороны Мотта. Естественно, неумышленно. Падал неудачно, задел колено Тиаго Мотта. Сейчас, конечно, очень важно понять, что будет с Моттой, потому что он, конечно, футболист важный. В этом матче он играл весьма продуктивно для Интера. Нет, Мотта вроде сам покидает поле, значит, все более-менее в порядке, потому что вернется в игру. Фэрплей со стороны команды Чезе. Кондрева. Точно пас Кондревы. Жюльо Сезар на месте. Вот он, Мотта, возвращается в игру. Андьясо. Заметьте. Включается Гатомо. Что поделать, всякое бывает. Чтобы смеяться над этим не стоит. Пытался Нагатомо перехитрить. Ну, сделать достаточно такой известный футбольный прием. Мяч одной ногой остановить, а другой сразу же пробросить вперед. Но вместо этого пустил мяч за пределы поля. Было неважно, конечно. Очень расстроился Нагатомо. Такой детской ошибки. Лауро. Кон. Кажется, может быть, Сезар чуть не больше многих. Ну, по крайней мере, я думаю, что, возможно, даже больше Ранокки мячом владеет. Очень часто играет. В чем я точно уверен, так в том, что у Жюльо Сезара процент брака ниже, чем у Ранокки. Антоньоли. Снова Тиаго Мотта. Он сегодня буквально ведет команды. Все через него.
Мота. Пас на Оби. Не долетает мяч до нигерийского полузащитника. То. Можно играть. Можно играть. И очень опасная атака, точнее контратака Чезены. Муту. Не точно передача Муту. Мне кажется, очень легкомысленно относится к пасу Муту. Это могло быть очень-очень опасная комбинация. Вводить ударную позицию партнера Адриана. Милито. Хороший пас на Пацини. Пацини, конечно. Судил правильно, как форвард, потому что форвард в такой ситуации, наверное, имеет право на удар. Но мы все понимали, я думаю, что сам Пацини понимал где-то забить с такой дистанции, когда в шаге от его защитник, причем подстраховывает этого защитника Родригес еще и Лауру, когда был острый, забить в такой ситуации практически невозможно. В втором тайме активизировался. Действует Пароло. Удар хороший Пароло. Добивание. Муту. Еще один удар будет. Нет. Сейчас Чезена очень близко к голу. Да. Цени. Пас. Мота. Майкон. И угловой. Стандарт. Еще раз смотрим на ударом. Пароло. Из добивания видите, никого не получилось. Ни Чикарелли, ни Муту. А Пароло очень хорошо. Прекрасный удар. Мне прекрасно играл голкипера Хулио Сезара. Стандарт, угловой удар. Еще раз Майкон подаст. Подача Майкона. Удар не случился. Ланоки, Оби. Вау, простом играет. Вау, бьет. Готово. Вот Интер можно наказать за то, что Чезена так пускала свои моменты. Сейчас, по крайней мере, Интер прижал соперника к воротам. Лаура получает прогнозируемую желтую карточку. Маурицио Лауро. И сам чисто защитник. Очень часто идет такие единоборства и чаще всего фалит. Так, штрафной удар. Штрафной удар Майкон. Майкон мяча. Матча 0-0. Чезена Интер. Итак, Майкон подача. Удар и гол! 1-0. 1-0 Андреа Ранocchia. Вот он, Андреа Ранocchia, который столько ошибался в игре при собственных воротах.
в передачах. Вот так грамотно Ранокья сумел открыться и сыграть головой уже у ворот чужих после подачи Майкона. Итак, на 63-й минуте Интер, то, о чем мы говорили с вами, наказывает Чезену за как раз таки то, что не сумели хозяева воплотить свое преимущество в забитые мячи, хотя бы забитый мяч. И вот так Андрей Ранокья очень грамотно играет на опережение, причем опережает не только защитников, но и вратаря в этой ситуации. И, да, конечно, Антониоли очень неудачно сыграл на выходе. Точнее, крайне неудачно сыграл. И Ранокья здесь ситуацию подкараулил. 1-0 Интер впереди. А это уже совсем другое дело для Интера, потому что сейчас уже Интер может себя немного комфортнее ощущать. Занетти. Занетти, но что прежде. Интера. Со. Камьес с мячом. Да. Занетти на правом фланге. Видите, Интер забил, сразу по-другому заиграла команда, больше владеет мячом, больше атакует. И вот сейчас чуть было до удара делали футболисты Интера. Майкон. Пробить. Мота. Хороший пас на Нагатома не успевает. Замена готовится у Чезены. Богдани. Не логично, потому что сейчас, видимо, заиграть Чезена вперед, быстро, длинными передачами. Такой форвард, который может мяч зацепиться, конечно, нужен в такой ситуации. Но это все же форвард немножко другого формата. Нет, это не Богдани, а Гезаль. Это Гезаль. Абделькадер Гезаль на поле сейчас появится, тоже нападающий. Но все же не такой габаритный, как Богдани. Итак, угловой удар. Кандрева. Подача Муту. Ни Муту, ни Родригес пробить не сумели. Ну что ж, Гезаль. Кого он заменит? Сейчас постараемся это выяснить. Еще раз смотрим гол Ранокьи. И разочарование Даниэля Орригони. Это как раз понять можно. Или Богдани. Вроде Богдани на поле появляется, значит, мы угадали. Богдани вместо Чикарелли. А еще и Гезаль, да, двойная замена. Чезене, Чикарелли, в общем, футболист сыграл не лучшим образом. Так, покидает поле Чикарелли, покидает поле еще и Эдер, и вместо их Богдани и Гезаль. Вот такое усиление атаки. Такое серьезное решение, я бы сказал, господина Орригони, потому что сейчас практически чистый фол начинает играть Чезене. Entra il numero 32 Abdelkader Ghezzal. Ранокья.
технично играет. Хорошо сыграл Оби, Милито. Работа снова Оби. Очередная неточная передача. Муту. Очередная пауза в нашем матче. Лусио на этот раз страдает. Что случилось? По ноге ему досталось. То снова с мячом румын. Да. Пароло. Наконец-то после пропущенного гола Чезена более-менее уверенно забрала мяч под свой контроль. Кондрева. Получает спас на Лауру. Лаура в подкате. Очень эмоционально, я бы даже так сказал. Ничего не добиться. Лауру. А это, конечно, очень некрасивый жест Мутера. Может, специально играл в Лусио. И Питер прозевал. Диего Форлан. Вот он. Человек, которого очень нужен в составе Интера, который должен заменить Самуэля Этоо. Пока это особо не получается. Возможно, все дело в травме, которая у Форлана была в октябре и ноябре. Но, тем не менее. И вообще есть некоторые сомнения у итальянских журналистов, что Форлан сможет заменить такого сильного футболиста, как Самуэль Этоо. Кондрева. Далеко мяч. Жюлио Сезар снова голкипер Интера с мячом. Поиграть с ним. Ну, понятно, что бразилец. Понятно, что с техникой у него все в порядке. Рукой сыграл Майкон в этой ситуации. Мне кажется, не стоит давать желтую карточку, да. Не показано предупреждение. Родригес. Лауро. Еще одна неточная передача, да. Очевидно, настроение очень испортено. Чезене. Конечно, пропущенный гол оказался сильным ударом для подопечных Орегоне. Пока прошло уже минут 10, как не могут прийти в себя игроки Чезене. Форца вперед, кричат со скамейки. Чезене. Кричат особо вперед. И Орегоне уже просто успокоится. Видите, как все быстро меняется. Значит, Форца. Теперь Транкило.
Майкон. Тянете очень хорошо на Камьясо. Далее Милито. Удар Майкона. Нет, точно. Майкон не имеет права на такой удар. В конце концов, из ведущих футболистов Интер и даже по сегодняшнему матчу видно, что чуть ли не больше остальных работает практически все атаки. Есть, конечно, Мота, который в центре просто играет. Атаки опасны, конечно. Майкон против правозащитника, но он является главным вдохновителем всех опасных атак Интера. Трево Паролло. Больше посмотрим на Луану. Далее Кандрева. Но вот сейчас, возможно, атака может получиться более перспективной. Чезен и Богдани. Трево помешал Богдани и наоборот, и в конце концов пустили очень выгодный момент игроки Чезена. И Комота как здесь оказался, не совсем понятно как, прибежал сюда правозащитник Чезена. Потерял, правда, свой фланг, где уже один Оби. Гезаль пытается помешать, и классно играет в подкате Гезаль. Заправский защитник сыграл Гезаль. Ну что ж, до конца матча 15 минут. Совсем немного. Может, самые 15 минут это достаточно быстро. Поэтому надо Чезене поторопиться, чтобы отыграть пропущенный гол. Танетти. Очередная потеря мяча. Муту. Пас на Богдани. Ну и все. Игра считается мира. Очень грамотно сыграл Люсио в этой ситуации. Очень грамотно. Снял все вопросы в этом эпизоде. Вот там Майкон. Ушел на фланг. Там. Передача Майкон. Здесь Родригес добивает мяч за пределы поля. Да, вот так мы хвалили Чезену первые 60 минут. И хвалили не напрасно. Чезен действительно играл очень хорошо. Действовал лучше, чем Интер. Но вот пропустили гол хозяева и все. Будто бы забыли о том, как они могут играть, как они играли. О чем говорили, наверное, перед матчем. Будто бы подменили команду, но это психология слабой команды, это все понятно. Не то, что слабый, а неустойчивый, скажем так. Один гол практически выбил из колеи футболистов Чезена. Штрафной удар Майкона мяча. Наверняка будет подача
бразильца. Антоньоли сыграл надежно. Здесь Антоньоли сыграл намного лучше, чем с обычным голом. Все, еще один вынос. Но здесь Оби. Мота. Снова Оби. Намаке. Гасо. Сейчас Интер очень контролирует. Передраться сложнее, чем. Да, Интер с каждым матчем все увереннее и увереннее себя чувствует. Пусть это не выдающаяся игра Интера, это не, естественно, та игра, которая была в главном, я думаю, что в сезоне за большую часть истории Интера, когда Интер сделал триплет, выиграл 3 трофея. Конечно, даже не прошлогодняя игра, когда Нерадзури тоже показывали весьма мощный футбол, но это уже что-то. Это уже что-то, по крайней мере, Интер свои очки собирает. И Интер очень близко к тому, чтобы сегодня забрать 3 балла. Вот Муту мог пробить, не получилось. Бароло. Лауро вот на левом фланге. Снова Лауро удачно получается. Андреева. Муту, опасный момент. 2 футболиста Ранокья на готовы сейчас в подкат легли для того, чтобы удар блокировать. Это получилось. Что здесь? Здесь Луцио мучится. Ну, мучится, шнурки завязывает, но с таким очень неприятным выражением лица. И удар выше ворот. Да, сейчас игра. Забрали неготовые Ранокьи, под Ранокьи. Так, Фурлан. Диего Фурлан на поле появится на последние 10 минут матча. И меняет он Джанпаоло Пацини. Джанпаоло Пацини поле покидает. И вместо него Диего Фурлан. Это интересно. Это интересно. Посмотрите Фурлана. Родригес. И уже фон Берген. Играет направо. Ну что ж, завершающие минуты матча. Их еще достаточно. Гуана на правом фланге. Ну, можно подать в этой ситуации. Ну, чуть-чуть точнее. Хотя и так неплохо. Кандреева. Удар. И вот видите. Атака продолжается. Гуана.
Паролло через себя, Паролло, пас Богдани, здесь офсайд. Это нереальная была суматоха только что у ворот Жулио Сезара. В конце концов, никто толком пробить не сумел. Вот здесь, мне кажется, самый опасный был момент, когда Кондрево бил, и если бы чуть-чуть ниже пробил, то он мог в этой ситуации, пусть это даже была не подача, но мог слезать в ворота. Играет в аут. Лауро. Пас вперед. Нагатома. Гизаль. Камото. Нокия в очередном прыжке. И наконец-таки Фурлан мяч получит. Нет, это если даже аут не дали вести Фурлану. Ждем, когда Фурлан наконец-таки получит пас. А это Орегон еще одну замену готовит. Паролло тем временем. Нарушение правил. Так стандарт. Так стандарт. Еще один шанс. Еще одна возможность. Кондрево. Ну, подача. Гизаль. Моментище! Моментище. Браво! Браво, Жулио Сезар. Ногами сейчас он свою команду спас. Какой момент упускает Чезена. Показалось сначала, что непонятно, куда идет подача. Но, в конце концов, получилась настоящая комбинация. Настоящий розыгрыш мяча. Вот он, Фурлан. Первое неудачное касание Фурлана мяча. Еще раз смотрим. Лауро и Гизаль. И вот здесь просто не повезло. Просто не повезло, конечно, браво. Браво голкипер Интера Жулио Сезар, но тем не менее. Тем не менее. Смотрим. Действительно, момент шикарный. Момент шикарный и доволен собой, конечно, Жулио Сезар. Вперед здесь Родригес. Яссо. Отрезали 4 футболистов Интера. Муту. Пас направо. Богдани. Богдани пас. Кондрево. Удар Кондрево выше ворот. Еще один шанс. Вот сейчас к концу матча Чезена пришла в себя. Но Интер, конечно, совершает очень такие нелепые детские ошибки, совершенно не свойственные большому клубу. Так, замена. Лауро поле покидает, насколько я понимаю. Да, и
Бенуан вместо него. Бенуан защитник тоже, но, видимо, он лучше играет головой. Поэтому он выходит на последней минуте матча. Кондрева тем временем. Подача опасна. Нет, снова не могут нанести удар футболисты Чезены. Камото. И вот это арбитр, конечно, непонятно принимает решение. Мне кажется, фол был. То, что Мотто делает. Довольно собой Мотто. Кажется, это что актерские способности. Хотя нет, Камото, конечно, тоже здесь. Выступил в роли плохого актера. Я ему судья не поверил. Замена Интера наконец-таки появляется на поле Денис Станкович после своей травмы. Он возвращается в игру. Тоже позитивное явление для Интера. Меняет Диего Милито. Болельщики Интера аплодируют Милито. И приветствует Денис Станкович. Ну что ж, потихонечку пустеет до зарек на Интера. Я думаю, что скоро и Снайдер на поле должен появиться. И это, конечно, совершенно другая ситуация. Наверное, сегодня обратили внимание, что Интер сегодня играет немного в другой форме. Ну, в той самой, черно-синей, только без одного очень важного значка. Последний атрибут того великого Интера, который был в 2010 году, исчез. Значок прибыли чемпиона мира, соответственно, пропал из футболки Интера. Теперь значок будет отдан Барселоне на ближайший год. Ну что, конечно, тоже, если не печальное событие, то, конечно, неприятно. Пока футбол Интера остался лишь один значок, который говорит о том, что Интер в прошлом году выиграл в Италии. Потому что в прошлом году таких значков, означающих победы, Интера было аж 4. Вот так. Время быстро идет. Ну а Андрей Ромой добавляет 4 минуты. Диего Форлан головой сыграл. Наконец-таки Форлан вступил в игру. Правда, ненадолго. Дзанетти. Оби очень старательно провел второй тайм. Да, возможно, не слишком продуктивно, возможно, без какой-либо угрозы воротам соперника, но старательно. И, наверное, все же получше, чем Филиппо Каутиньо. Гезаль. Не получается обойти Ранокью. Вот еще и Нагатома хорошо укрывает мяч корпусом. Пароло. Ясно, тут как тут. Пас на Форлан. Вот Форлан сейчас с мячом. Диего Форлан. Играет он на Камбьясо. Камбьясо мяч сохраняет. Аут. Аут в пользу Интера. Форлан. Возможно, Форлан сыграет побольше уже в матче против Лечи. Как раз состоится на неделе, в середине недели. Напомню, что в Италии еще один тур остался в этом календарном году. Если же Интер сегодня выиграет, то Интер наберет 23 очка. И, соответственно, еще одна игра против Лечи. Тоже думаю, что Интер имеет шансы выиграть. И тогда уже у Интера будет 26 баллов. И это, на самом деле, конечно, не выдающийся результат. Но если учесть, где Интер был в конце ноября, то это прогресс, причем довольно серьезный.
Я думаю, что Интер в этом матче уже с проблемой не столкнется. По крайней мере, играть минуту осталось. Честно, как-то снова не может собраться. Форлан, Станкович. Я не скажу, что Интер провел сильный матч. Даже скорее наоборот. Интер провел матч слабый. Очень много ошибок. Причем ошибок в простых ситуациях, в передачах, например. Но удар Станковича хороший с дальней дистанции. Угловой зарабатывает Интер. Ну так вот, в любом случае, 3 очка, они сейчас нужнее всего Интеру. И факт победы в таком сложном матче, он, наоборот, говорит о том, что Интер на правильном пути, на пути выздоровления. Показал, сколько не хватило до точности Станкович. Оби открывает мяч корпусом. Вау, здесь уже Гезаль и Родригес. Но ничего не могут сделать они с Оби. Диего Форлан из-за боковой. Наверное, сейчас Андреа Ромео уже даст свисток, означающий окончание этого поединка. Да, 1-0. Интер с большим трудом обыгрывает Чезену. И радость Нерадзури, будто бы команда как минимум прошла в следующую стадию Лиги Чемпионов. Да, новые времена для Интера. Теперь Интер победе над Чезеной радуется вот так громогласно. 1-0 выигрывает Интер, зарабатывает 3 очка. Ну и поздравляем всех болельщиков Интера с таким результатом. Напомню, что единственный гол забил Андреа Ранocchi. Для вас матч на НТВ Плюс комментировал Нобеля Рустамян. Всего хорошего, до свидания.